Из почти 3 миллионов избирателей свой ответ в бюллетене оставили 2 миллиона 348 тысяч татарстанцев. Такие данные приводит председатель ЦИК республики. В числе передовиков среди районов Черемшан, Кайбице, Камское устье, Актаны, Шапастово, ну и, конечно же, мегаполисы Казань и Набережные Челны. Свою позицию за внесение изменений выразили 1 миллион 943 тысячи 685 избирателей, что составляет 82,81%. Это предварительные данные, но в Центр избиркоме отметили, татарстанцы проявили активность в голосовании. По словам председателя ЦИКа, процедура волеизъявления прошла открыто и в строгом соответствии с законом. Вы видели, что республика, органы муниципальной власти, все службы и безопасности, и МВД, и силовые структуры, Минздрав, Роспотребнадзор, все сделали все возможное, чтобы сделать для наших избирателей голосование безопасным, удобным и легитимным. Наибольшая активность избирателей на протяжении всей недели была в первой половине дня, так как процедура продолжалась 7 дней, очередей удалось избежать. Будет ли такая практика внедряться на предстоящих выборах в сентябре? Это будет обсуждаться, если действительно на экспертном уровне будут высказаны положительные оценки. Я думаю, что и Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рассмотрит этот вопрос. Ну, соответственно, и мы уже будем думать, как к этому идти. Общероссийское голосование – это важнейшее политическое событие, говорит председатель Госсовета Татарстана. Фарид Мухаммедшин считает, высокая явка говорит об особом внимании общества к будущему России. Глава республиканского парламента входил в рабочую группу по разработке изменений в Конституции. Тогда на площадках разворачивались жаркие дискуссии, вспоминает он. Но итогом работы стал целый перечень поправок, которые закрепляют ключевые ценности для общества. Безусловно, они направлены в первую очередь на социальную защиту граждан Российской Федерации в разных спектрах. Впервые в Конституцию записали, что заработная плата работающих людей не может быть меньше МРОТа. В Конституцию записали. Отныне, это высший закон. После окончательного подведения итогов президент России издаст указ об обнародовании Конституции с внесенными поправками. Многие нормы вступят в силу сразу. По ряду положений Госдуме нужно будет принять около 100 федеральных законов. Большая работа предстоит и региональным парламентариям. Очень важный момент. Вы правильно подняли этот вопрос. В Конституции четко понятно, а как оно будет реализовано в изменениях в законодательство. Не потеряем ли мы, ребенка с водой при принятии этих изменений? Все может быть. Мы, безусловно, пристально будем за этим отслеживать. По мнению Фарида Мухаммедшина, поддержка поправок – это хорошая точка для роста и развития общества, экономики и социальных гарантий. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.